Исәнмесез, дуслар! Бу Татар-квиз. Меня зовут Римма, и мы сегодня будем проверять, насколько хорошо Айнур знает мишарские диалектизмы. Пошли, Ай. Еще до диалекта тут интересный вопрос. Знаете ли вы, что самая большая татарская деревня в мире мишарская? Назовете ее и варианты: Урта-Элязян, Шавардан, Октанош, Мәскеу, большая деревня. Я, кажется, знаю ответ на этот вопрос, потому что очень много мишарских деревень на Западе, то есть и, например, в Самарской области, и в Пензенской области, и в Чувашии, и в Нижегородской. Но самая большая, если я правильно помню, она находится в Пензенской области, называется Элязян. Да. Правильно? Элязян, я. Вот дұрыс жауап, ләкин бу әләквиз түгел. На литературном языке подсолнух называют кынбагаш, но в западном, то есть мишарском диалекте, есть свое фирменное слово. Симянка, сікірдік, ойбагар һәм кынбатыш. 3, 2, 1. Как на татарском называется на литературном? Кынбагаш. Так, я думаю, что там был вариант? Тоже вот с этим корнем багар. Ойбагар. Ойбагар. Я думаю, ойбагар. Типа смотрит на Луну, да? Это правильный ответ. Это старые образные диалектные названия подсолнечника, которые активно используются именно в мишар. Ой, луна, багар, багу, смотреть, глядеть. Смотрящий на Луну. В западном диалекте очень много интересных слов. Продолжим, как татары-мишары называют собаку. Бірінші вариант – эт, екінші вариант – кочок, үшінші вариант – барс, үшіншісі – собачка. 3, 2, 1. Вот здесь мне помогает знание турецкого, потому что я думаю, в турецком собака это либо ит, либо köpek. Я думаю, вот вариант там был второй köpek. Кочок. Я думаю, вот этот вариант, потому что созвучно. Еще до выбора варианта я хотела бы сказать, что даже в мишарском диалекте очень много разных названий одного и того же. То есть одни мишари будут называть коцик, другие будут называть эт. Тут у нас правильный вариант, кочок. Я на турецком правильно сказал, köpek же? Да. Где-то говорят через выразительное «ч», где-то используют букву «ц». Древнее тюркское слово. Звук «ц» — один из самых узнаваемых и любимых маркеров мишарской речи. Есть легендарная фраза не каждый казанский татарин его может умело произнести. А что это значит? Первое. Мы пьем чай из цветочного чайника. Второе. Мы поливаем цветы из чайника. Третье. Чьи цветы и чьи чайники. Четвертое. Не пойму, это заговор против казанских татар. Во-первых, можно сказать еще просто чайник. Чай-чакле чайник-тен, чай и чабис. Через че просто. Не только ц. Это да, но это не на мишарском, то есть это на... Восток. Да-да-да, но вот мои просто мишарские корни, откуда они там на че говорят. Я думаю, что это первый вариант. Из цветочного чайника пьем чай. Я прям болею за тебя. Это правильный ответ. Тут не про диалектизм, тут про известных людей. Мишари любят шутить о своих особенностях и исключительности менталитета. Например, они считают, что среди выходцев из мишар гений в области литературы, искусства, спорта, бизнеса. А кто из списка не татар-мишар? Біріншісі Хади Тохташ, екіншісі Хайдар Бегичев, үшіншісі Карим Тиншурин, четвертый, что за вопрос, они все наши. Я выберу здесь вариант «Они все наши». Окей. Мишарлар же прям говорят «Біз татарларның майы», да? Yok, қоймағы. Қоймағы, потому что, понятно. Сливки. А біз, которые не мишари, например, біз по теории сепаратора, біз sütü получается татарлар. Не знаю. Но я вообще предполагаю, что мы чай. Мы всегда такие интересные варианты. Я выбираю, все наши. Правильный ответ как раз твой. Что за вопрос? Они все наши. Бегичев родом из Чембеле Нижегородской области. Карим Тиншурин выходит из татарской деревни Тархан Пензенской области. Хади Тохташ родился в деревне Сыркаде в Мордовии. Бишенши сұрау, финал. Поговорим о еде.
что из этого характерно для татаро-мишарской кухни. Ой, темli so'rov. Birinchisi ish pishmoq, ikkinchisi balish, uchinchisi qozi, to'rtinchisi суши, но с мясом. Так, еще раз, извини. Ага. Сложно. Еще раз. Ish pishmoq, Ага. balish, Ага. qozi, суши, но с мясом. Ish, ikki, bir. Я думаю, что эчпочмак, потому что легче сказать эчпочмак или эчпочмак. Окей, а почему не balish? Не знаю. Просто так чувствую. Я бы добавила, конечно, сюда парамяч. Парамяч, да. В моих мишарских корнях там делают... я так рассказываю, в моих мишарских корнях. В общем, в той части моей семьи, которые мишары, там делают парамяч. Парамяч. И там очень интересно, парамяч, в общем, это такой пирог с картошкой, ну, такой пюрешкой сверху. И у меня был даже казус один раз, когда я учился в Петербурге, меня позвали вести мероприятие, где я был ведущим, и мероприятие было про татарскую кулинарию, и я там готовил конкурсы. И я... По-моему, говорили про эту историю. Да, и я там подготовил, типа, что такое парамяч, типа, и там вот этот картофельный пирог. А у других татар парамяч это, типа, пирожок с мясом. У нас тоже это, типа, даранге парамяч, вот как-то по-другому уже называется, оказывается, в общей кухне. Я тоже думала, что это просто открытый балиш с картофельным пюре. Еще, может, кому-то будет интересно, в Фейсбуке есть группа I Love Парамяч, но это не нижегородские татары, не мордовские создали. Это очень интересная история. Это группа татарских мигрантов, которые переехали в Китай, в Японию, оттуда переехали в Турцию, и они в этом паблике делятся своими рецептами парамяча, фотографиями, видео. Очень живая группа и очень интересно. Мне отправили как минимум 5 рецептов парамяча, как кто делает. Ну, можешь подписаться. Интересно. Так, проверим твой вариант. Юг. Дурыс вариант. Козы. Конечно же, козы. Козы — это традиционная колбаса из конины. Это не просто еда, это часть образа жизни, образа мишарской жизни. Если на столе появляются козы, то знайте, это не просто колбаса, а то способ сказать «Ази без сильных харматикебс». Меня, кстати, последнее, что я с тему козы встречал, это вышло у Рамиса Латыпова, ну, такое, типа, интервью, мини-интервью с Рабитом Баттулой, где он рассказывал про вообще конину. И это очень интересно, тоже всем рекомендую посмотреть. И вот он нам объяснял, чем отличается коза от козылык. Козылык деп дұрыс айтмайсыз. Козылык түгел козы. Козылык ол дәфтерлік қағаз. Дәфтерлік қағаз. Козылык ит. Козы ясары үшін эшләнгән, үйіп қойылған тәмләткечләр белән бу козылык ит калмагыз. Шәйгә тукырга козыга әйләнә. Татары, которые живут, например, в Москве, они прям знают, кто доставляет лучшие козы из Нижегородской области, там, из Чувашии. Да, это реально такая ценная валюта в мишарском комьюнити. Прикольно. На этом у нас все. Айнур ответил на 4 вопроса из 5. Если хотите сами пройти этот тест, то по ссылке в комментарии, пожалуйста, и пишите в комментариях ваши результаты. Напишите, что для вас парамяч и сколько у вас мишарских корней. И вообще, делите ли вы татар на мишар, на типтере и другие татар. Да, поделитесь с нами, насколько вы сдали мишарский экзамен. Подписывайтесь, ставьте лайк, учите татарский в легком международном формате. В наших соцсетях все ссылки в описании. Сау булыгыз. Салямат булыгыз.